Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Что предлагают аннексированному России Крыму кандидаты в президенты Украины? Все ли из них обратили внимание на эту тему в своих программах? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день. Прямой эфир. Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Присоединяйтесь к трансляции эфира на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook странице Крым Реалии тоже. Тема дня. Кандидат «Скажи, чей Крым». В рамках кампании с таким названием активисты Международного движения за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea провели мониторинг программ кандидатов в президенты Украины. Целью было выяснить, как тот или иной кандидат видит деоккупацию Крыма, защиту прав человека в Крыму и реализацию коллективных прав крымско-татарского народа. О результатах этого мониторинга и поговорим. Крым в центре внимания. Значит, для начала, по результатам мониторинга в программах большинства кандидатов на пост президента Украины, а их, напомню, 44, это рекордное количество за годы независимости Украины, нет четкого плана деоккупации Крыма, а упоминания о возвращении полуострова часто довольно расплывчаты. Кроме того, некоторые кандидаты вообще ничего не пишут о Крыме в своих программах. Это если обобщать результаты мониторинга. 14 кандидатов попали в серый список, то есть они Крым в своих программах даже не упомянули. Только один из 44 кандидатов написал в программе о защите прав крымско-татарского народа. Кто эти люди, как анализировали программы участники мониторинга и какова вообще цель была этой работы, мы расспросим непосредственно у гостя нашей студии. С нами сегодня в прямом эфире будет Сергей Пархоменко. Он активист Международного движения за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea и директор Центра внешнеполитических исследований. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Я напомню нашим слушателям, 8 810 06 926, это именно номер телефона для жителей Крыма. И было бы очень интересно узнать, планируете ли вы голосовать на выборах президента Украины 31 марта, знаете ли вы, что нужно для этого сделать, и, возможно, у вас уже есть какие-то, вы определились со своим выбором, и считаете ли вы вообще важным то, чтобы кандидат в президенты Украины как-то обозначил свою позицию по поводу Крыма. Вот относительно результатов мониторинга. Значит, вот если брать общую оценку, 44 кандидата, что вот лично вас, как участника моніторинга, возможно, удивило? Почну українською, потім перейду на російську, щоб всім було зрозуміло, хто, наприклад, слухає нас за кордоном. Ну, здивувало, мабуть, те, що все-таки 30 кандидатів 44 так чи інакше питання деокупації Криму якусь частину своєї програми приділили. І це, звичайно, позитив. Я, чесно кажучи, розраховував, що максимум половина кандидатів в депутаты скажет про Крым. Серьезно? Я просто подумала, что это очень странно, что есть люди, которые вот в 2019 году, избираясь на пост президента Украины, могут не упомянуть Крым вообще в своей программе. Но это не странно, к сожалению, такие реалии ситуации, когда про Крым начинают забывать. Кто-то не хочет говорить, потому что у него нету способа и конкретного плана действий деоккупации, а другие просто выполняют заказ Москвы в тот или другой способ. Например, некоторые конкретно работают полностью на Россию, а другие, может быть, они более проукраинские, но они отрабатывают деньги пропагандистов в том плане, чтобы не поднимать вопрос Крыма. Ну, просто
элементарно им говорят, ну, я понимаю, что ваша позиция, как бы, что Крым это Украина, но вот мы вам заплатим, а вы просто не поднимайте тему. Мы же ничего у вас не просим, мы же не хотим вас просить, Но вы сказать, что уверены Крым насчет это... того, что это так? Или это ваши вот догадки Ні, насчет того, что это це, может быть це таким інформація образом? перевірена, я не буду називати джерела, це дуже серйозна інформація, дуже серйозні джерела. І повірте, є люди не тільки в Україні в відповідних структурах, але й за кордоном в тій ж самій Росії, які дають об'єктивну інформацію щодо того, як Росія впливає гібридно на український політикум і на конкретних людей. Тому в мене сумнівів немає, я відповідаю за свої слова. Рівень загрозы, уровень угрозы, он намного более серьезный, чем нам сейчас кажется. И я бы хотел бы лишний раз подчеркнуть, что компания Liberate Crimea – это очень важный шаг в контрнаступлении против российской агрессии. А давайте вот остановимся коротко, но все же, насчет того, чем ваша компания занимается, как долго она уже существует и почему движение называется международным. Мы организационно оформились в октябре прошлого года. Международная, потому что она включает не только организации украинского гражданского общества, но и организации украинцев за границей, организации диаспоры, трудовых мигрантов, диаспоры крымско-татарской в том числе, ну и также граждан стран ЕС и НАТО, которые нас поддерживают, которые морально с нами. И поэтому мы имеем полное право называться международным. Действуем мы в разных сферах. Вот информационная, например, которая я представляю, это один из аспектов. И также есть гражданское действие, то есть проводим акции, например, акции «Объединенные прапором», «Объединенные флагом», когда мы возим украинский крымско-татарский флаг крымско-татарского народа по всем странам мира, где есть украинская или крымско-татарская диаспора, где проводятся акции, все желающие пишут на флаге свои пожелания. Там, То есть вы занимаетесь, в частности, тем, что вы пытаетесь не позволить и украинцам, и международному сообществу забыть о вопросе Крима. Це ключове питання, тому що Росія діє як? Ну, не тільки збройно, вона діє інформаційно. І поки що, на жаль, ця її складова виглядає найбільш серйозно. І серйозніше, ніж збройно. Тобто головне для Росії забалакати тему Криму. Хай на перших ролях буде Донбас для них, хай на перших ролях будуть вибори в Україні, там Курили, що завгодно. Крим не має звучати в світовому контексті. Це є один з темників кремлівських політтехнологів, це є один з у нас технологій, яка розроблена в Кремлі. Крим повинен піти з порядку денного. А мы им ломаем план. Возвращаясь к результатам мониторинга, вот этот серый список из 14 кандидатов, которые в своей программе не упомянули о Крыме вообще. Могли бы вы озвучить эти фамилии? Мне кажется, это важно знать, кто среди этих людей. И я напомню нашим слушателям, что вообще, если вы хотите перепроверить какую-то информацию или просто почитать программы кандидатов в президенты, сайт Центральной избирательной комиссии Украины, там все 44 кандидата есть, и можно почитать эти программы. З задоволенням озвучу. Це Юрій Бойко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Андрій Садовий, Сергій Каплін, Олександр Вілкул, Дмитро Добродомов, Олег Ляшко, Олександр Данилюк, Віктор Бондар, Володимир Петров, Олександр Мороз, Юрій Кармазін, Олександр Соловйов. Там немає згадок не про Крим, не взагалі про окуповані території. Крим не згадується, але звучить про деокупацію українських територій, які знаходяться під контролем Російської Федерації в програмах Зеленського, Юрія Дерев'янка, Андрія Новака і Сергія Кривоноса. Тобто там написано деокупація та повернення окупованих територій. Зрозуміло, що там мається на увазі в тому числі і Крим, але тут є простір для маневру. Тобто, грубо говоря, когда кандидат станет президентом, ему скажут, ну вы же там обещали вернуть территории, что-то делать для деоккупации. Говорит, постойте, я говорил про Донбасс. У меня про Крым не сказано, просто в оккупированной территории. Но я здесь имел в виду Донбасс, про Крим нічого не говорив. Це є теж простір для маніпуляцій. Тому ми цих кандидатів ставимо таку галочку, тобто умовно. Оці 4, які я назвав крайню, повторюю, Зеленський, Дерев'янко, Новак і Кривонос. Тому що тут треба все-таки їхню позицію ми повинні дізнатися чітко. І ми на них направимо листа. Інші кандидати Крим згадують. Хтось декларативно, Крим це Україна, наприклад. Є такий кандидат чудовий, Ігор Шевченко. Він каже, Україну, там, Крим Україні, чи там Україна Криму. Лаконічно. Криму Україна. Лаконічно. Да. Ну, і ніякої відповідальності.
безвідповідальність і популізм, він звучить навіть стосовно питання Кримського, питання Донбасу і так далі. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас сегодня в студии Сергей Пархоменко, активист международного движения за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea и директор Украинского центра внешнеполитических исследований. Мы обсуждаем результаты мониторинга программ кандидатов в президенты Украины на предмет того, что они там написали о Крыме и как они видят деоккупацию полуострова. 8 810 06 926 – это номер телефона прямого эфира. Сергей, перед тем, как мы с вами продолжим наш разговор, я предлагаю нам послушать, что накануне, вот когда вы давали пресс-конференцию по этому поводу, сказал по поводу серого списка ваш коллега Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и тоже участник этого движения Liberate Crimea. Он сказал, что все-таки вот этим фигурантам серого списка дают время для того, чтобы исправиться. Давайте послушаем. Мы все-таки хотим, чтобы в ближайшее время, до 26 февраля, а 26 февраля это день крымского сопротивления, те кандидаты, которые, возможно, забыли в своих программах что-то написать о Крыме, чтобы все-таки попытались исправить свои ошибки и сделать публичные заявления и продемонстрировать всему украинскому народу, что они все-таки не просто популисты, что они все-таки понимают, куда они идут и чем они в будущем должны заниматься. Как вы пытаетесь достучаться до этих людей, вот дав им шанс исправиться? Есть очень много способов. Первый способ — это написать официальное письмо. Потом можно провести флешмоб в социальных сетях, когда можно тегать кандидатов, тегать членов их команд, писать электронную почту, писать в социальных сетях, опять же, им, и также проводить митинг возле их избирательных штабов с баннером Liberate Crimea, предложить футболку, одеть Liberate Crimea и сказать публично, то есть или на камеру, или написать в соцсетях, или видео свое собственное выложить, или где-то там на каком-нибудь эфире телевизионном сказать четко: Крым, Украина, там я поддерживаю деоккупацию. Но вы каким путем планируете идти? Мы пойдем всеми путями, потому что я уверен на 100% мы не достучимся до всех. И письмо, не самый эффективный способ. Кто более активный в соцсетях, может быть, ответит. А большинство из тех, кого мы называли, это люди, скажем так, явно пророссийского поля. И они не найдут массу способов, чтобы избежать встречи и ответа. Не то, что прямо вообще любого ответа они будут избегать. Я понимаю, что некоторые из этого списка там, проукраинской ориентации, скажем так грубо, и они, скорее всего, внесут коррективы и, по крайней мере, озвучат свою позицию. Я уверен, относительно многих из них. Ну вот относительно там некоторых людей, таких как Бойко, Мураев там, или Соловьев, это российская агентура. И там не будет в любом ничего случае, наверное, было бы интересно, если бы они хотя бы объяснили свою позицию. У нас есть слушатели, правда? Здравствуйте, кто вы, откуда, ваш комментарий или вопрос? Доброго дня вам. Я с оккупационного Крыма. Вы знаете, я вам скажу, вот я сегодня пошел на рынок, цены растут. Недовольство людей капитально. Вы знаете, этот Ватикан московский пообещал в Крыму Арабские Эмираты все сделать. Бессмысленно, все дорожает, становится такой дурдом. Пенсии не добавляет, все. Вообще обстановка никуда. Люди ходят как зомби. Я сегодня ходил по городу, все. Там скупляться. Такое, невозможно. А вы планируете голосовать на выборах президента Украины? Вы знаете, я пенсионер, далековато ехать мне туда, в Херсон. Далековато, я бы с удовольствием проголосовал на месте. Вы знаете, я вам скажу, кто. Вот кого не любит царский Ватикан, вот это московский, тот и выйдет. Выйдет Порошенко 100%. Потому что он и много чего сделал, и по церкви сделал, потом. Они ненавидят его, потому что он идет по правильному курсу. Понятно, спасибо. Понятно ваши преференции, так сказать. Есть у нас еще один звонок, да? Здравствуйте, кто вы, откуда, ваш вопрос или реплика? Алло, Харьков, Игорь.
Вот я с Украины звоню и хочу этому дятлу с Крыма сказать, что... Не, ну подождите, зачем вы обижаете другого слушателя? Разве это цивилизованный уровень дискуссии? Есть у нас еще этот слушатель или нет? Ну, видите, вот как у нас очень строгий звукорежиссер. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем результаты мониторинга программ кандидатов в президенты Украины. Его провели активисты международного движения Liberate Crimea. Один из активистов с нами сегодня в студии — это Сергей Пархоменко, директор Украинского центра внешнеполитических исследований. Вот вы услышали то, что нам сказал один из слушателей. Есть у вас как-то прокомментировать то, что он сказал? Или будемо двигатися далі? Я думаю, що коментувати можна багато. Я єдине, що наголошу на одній простій речі. У нас суспільство зараз готово більш сприймати якісь популістські тези стосовно економіки і соціалки, ніж питання деокупації, повернення території. Я завжди кажу так, що люди кажуть, що їх ввели в оману, що там от одні підтримують того, там ті вважають, що то є проукраїнське, то є проросійське, то є приховано проросійське і так далі. Дуже важливо кожному виборцю все-таки читати програму. Все-таки читати програму і не вестись на прізвище, тому що там насправді в програмі закладено основні якісь базові моменти. І якщо ми бачимо 90% соціального популізму, то я перепрошую, це дуже небезпечно для суспільства. Тому ми, з свого боку, як ліберейкери, ми рекомендуємо звертати увагу на тих, хто має конкретні плани і конкретні кроки деокупації. Не просто гасло, тому що сказати можна що завгодно, потім відмовитись, замовчити, а конкретно, покроково, що я зроблю для того, щоб Крим повернувся в Україну. Мы об этом еще поговорим. Я предлагаю сделать небольшую паузу. Сейчас вы поймете, зачем. Давайте сделаем паузу и продолжим. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. В этом контексте вот нашего сегодняшнего разговора мне показалось очень важным, чтобы мы напомнили нашим слушателям из Крыма, как они могут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта. И об этом мы спросим у нашего гостя, который с нами на прямой телефонной связи. Это Юсуф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Юсуф, здравствуйте. Сразу такой к вам вопрос. Что нужно знать крымчанам или же где они могут найти эту информацию, что они могут проголосовать на выборах президента Украины? Каким образом? Не только крымчане, все граждане Украины, которые временно проживают на временно оккупированных территориях, имеют право проголосовать и отдать голос тому кандидату, которого они доверяют, и этим самым выполнить свой гражданский долг, да, в управлении государством. Для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться до любого отделения органов Государственного реестра избирателей. Но это на материковой части Украины уже. В Украине, да, с паспортом гражданина Украины написать заявление. Эти заявления могут приниматься до 25 марта. К сожалению, что отправить это заявление онлайн или почтой нельзя. То есть человек должен быть идентифицирован с паспортом непосредственно в этом учреждении. После этого рассмотрение заявления длится не более 5 дней и выдается открепительный, так скажем, талон, где указано будет по желанию, опять-таки в этом заявлении указываешь, где бы ты хотел отдать свой голос, указан тот избирательный участок, на который приходите вы с этой справочкой, и вас вписывают список, выдают бюллетени, и вы можете проголосовать. Это не обязательно Херсонская область, это может быть любой другой регион Украины. Любой другой регион Украины. Любой другой регион Украины, и в этом случае справку о том, что ты вынужденное перемещенное лицо, не требуется, только паспорт и заявление. Господин Куркчи, вопрос к вам вот такого толка. Я думаю, что вы могли читать или слышать заявление российского депутата Бальбека о том, что в аннексированном Крыму якобы готовы содействовать открытию избирательного участка на выборах президента Украины. Вот как вы воспринимаете такие заявления? Все заявления, которые
делаются такого рода депутатами в отношении оккупированной территории, это попытка еще раз, скажем, продемонстрировать, скажем, юрисдикцию Российской Федерации над оккупированной территорией. На самом деле не имеет права страна-оккупант на оккупированной территории проводить не только, открывать участки не только по выборам президента, но и проводить любые другие выборы там. Поэтому мы, как министерство, мониторим все проводящиеся на оккупированной территории выборы, начиная с выборов депутатов Госдумы, скоро будут местные советы, местные органы власти. Каждый, кто участвует в организации этих выборов, он очень тщательно фиксируется для того, чтобы к нему определенным образом уже непосредственно все санкции. Либо это санкции в соответствии с законами Украины, и это уголовное преследование, либо это уже международные санкции, если он гражданин не гражданин Украины. Последний короткий вопрос. Есть ли такая опасность, что крымчан, которые захотят проголосовать на материковой части Украины, в день голосования или накануне не будут выпускать из полуострова? Ну, знаете, отвечать как бы за логику действий и за принимаемые решения органов, которые могут разрешить или запретить выезд, или создать какие-то условия для того, чтобы предотвратить это, то эта логика как не поддается никаким объяснениям, может случиться что угодно. Но, на мой взгляд, они, наверное, будут даже делать сюжеты о том, что пересекающие в этот день граждане Украины могут к ним обращаться непосредственно с микрофоном, просив прокомментировать, будут ли они голосовать, едут ли они голосовать, на что люди, естественно, будут иметь право отвечать, что нет. И этим самым создавать картинку, что мало из пересекающих в этот день границу, не границу, а вот эту административную межу, значит, мало из этих людей ехал на голосование, то есть они для себя картинку всегда сформулируют и сделать ее такой, которая им необходима, им выгодна. Спасибо большое. Юсуф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, был на связи с радио Крым Реалии. Мы спрашивали его о том, как крымчане могут проголосовать на выборах президента Украины, даже если они живут на полуострове. Это важный момент, они могут голосовать. И сегодня мы в нашем эфире обсуждаем, как упоминают Крым в своих предвыборных программах кандидаты в президенты Украины. С нами в студии Сергей Пархоменко, один из активистов движения Liberate Crimea и директор Центра внешнеполитических исследований. Сергей, вот вы немножко сказали о том, что кандидаты по-разному говорят о своих планах по поводу Крыма. Кто, по вашему мнению, удачнее всего сформулировал, по крайней мере, на данный момент, то, как он видит, или наиболее конкретно, например, вот так скажем? Ну, я би сказав, що є декілька конкретних меседжів, конкретних як, зрозумілих для електорату, але не дуже дієвих в нинішній ситуації. Наприклад, достатньо повними є програми таких кандидатів, як Ігор Смешко, Валентина Наливайченко, Петро Порошенко, Віктор Кривенко. Зустрічається питання Криму і в програмі Тимошенко. Сергій Кривонос записав достатньо розгорнуту програму повернення окупованих територій. Очевидно, там мається на увазі і Крим, тому умовно віднесемо його програму так само до найбільш конкретизованих. Власне, це є основні програми, на які можна звернути увагу, в тому, що там є принаймні якась послідовність дій. Там, звільнення заручників, там, притягнення Росії до відповідальності, наприклад, преференції якісь економічні вже звільненому півострову, реінтеграція населення. Основний меседж у політиків, який стосується повернення Криму, план, це зміна формату перемовин з Мінську на Будапештський. Тепер буде, умовно кажучи, за їхньою логікою, залучено країни, які підписали меморандум Будапештський у 1994 році, які є гарантіями безпеки і територіальної цілісності України, які є ядерними державами.
Такий план пропонується щодо кримських татар, як корінного народу Криму і захисту їх колективних прав. Висловився тільки один кандидат, це Віктор Кривенко, який казав, що будуть відновлені права, і в Криму, у звільненому українському Криму, буде створено кримсько-татарську автономію. Тому, власне, я назвав саме тих кандидатів, де більш-менш розписано процедуру і додаткові механізми повернення або, скажімо так, підняття зацікавленості у населення Криму до можливого повернення в Україну. Тому, звичайно, хотілося б побачити більше конкретики від інших кандидатів. Але я думаю, що у них немає просто уявлення, реального уявлення, крім того, що просто ми звалюємо відповідальність на міжнародну спільноту, тобто ви нам гарантували якісь гарантії безпеки, і тепер ви нас, вибачаюсь, там витягаєте, повертаєте на територію. Але такого не буде, треба брати на себе відповідальність. Наприклад, там такий Ілля Кива, який казав, ми там будемо миротворці вводити, там наводити порядок, зробимо там вільну економічну зону в Криму, коли його повернуть. Тобто, гарні декларативні гасла, але що за ними стоїть? Що він реально зможе це зробити? Технічно це досить складно. Я скажу нашим слушателям по поводу вот этих, если вы не хотите перечитывать вот прям детально программы всех кандидатов, вы можете зайти, например, на сайт Крымско-татарского ресурсного центра, там, по-моему, опубликованный вот этот материал с фрагментами программы, где можно почитать, что тот или иной кандидат сказал или же не сказал о Крыме. Это важный момент. У нас есть, по-моему, слушатели, предлагаю нам сразу их послушать. Здравствуйте, кто вы, откуда? Вы в прямом эфире, ваш вопрос или реплика? Добрый день. Это в эфире я или кто-то? Да, вы в эфире. А вот я, да? Прекрасно. Хорошо. О многом бы хотелось поговорить, но формат передачи не позволяет. Так бы обстоятельно, логично. Дело в том, что я так думаю, если по поводу программ президента, просто я думаю, что сейчас... Простите, сразу вас спрошу, откуда вы нам звоните? Президент... Я звоню из Крыма, да? Если у кого-то в программе президента есть какие-то там серьезные заявления по поводу возвращения Крыма, то я думаю, это популизм чистой воды. За этого человека голосовать не стоит. Но потому что я вам ответственно говорю, что референдум был, я это все видел своими глазами, сам участвовал. Понятно ваше мнение, спасибо. У нас мало времени до конца эфира, давайте сразу второго слушателя. Здравствуйте, кто вы, откуда, говорите? Да, очень сильно отстает эфир, мы не можем просто себе позволить, у нас 2 минуты до конца эфира осталось. Сергей, у меня вопрос такой к вам. Вы сравнивали программы кандидатов в президенты с тем, что они предлагали по Крыму в 2014 году? Так, був кандидат, і він зараз кандидат знову, який обіцяв повернути Крим. Він сказав, так і сказав, я поверну Крим. Тому ми до нього завітаємо і спитаємо, чому в нього в програмі зараз немає нічого про Крим. Це Олег Ляшко. Він обіцяв повернути Крим у 2014-му, і зараз він так само йде на вибори, але вже чомусь про Крим нічого не сказано. То есть у него в програмі нічого нет об этом? Да, він буде відповідати за свої слова. Ми його запитаємо, ми хочемо почути його позицію. Я вважаю, з свого боку, от ви зараз тільки що чули реальний прояв гібридних дій Росії проти нас, який був тільки що в ефірі. І Росія набагато ближче, ніж ми, здається, агресія набагато ближче. Ми повинні захищати фундаментальні речі. Це територіальна цілісність, повернення Криму, Донбасу, курс в НАТО і ЄС, захист наших історичних моментів, мовних моментів, релігійних моментів. Це є головне. А дешева ковбаса буде потім. Але, друзі, давайте спочатку вирішимо. Ми хочемо мати свою державу і там жити заможно. Чи ми хочемо мати дешеву ковбасу з московського столу? Спасибо. С нами в студии сегодня был Сергей Пархоменко, активист международного движения за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea. Мы говорили о результатах мониторинга программ кандидатов в президенты Украины по поводу того, что они говорят о Крыме. И вот важный момент. Обнаружилось, что 14 из 44 кандидатов в своей программе ничего не сказали и даже не намекнули
о Крыме, поэтому активисты дают время до 26 февраля, чтобы эти кандидаты исправились и объяснили свою позицию или же внесли коррективы в программу. Мы будем следить за этой ситуацией, это действительно очень интересно. Тема Крыма, она важная, и странно, что некоторые кандидаты в президенты, мне так кажется, об этом ничего в своих программах не сказали. Спасибо, что вы были с нами, звонили, писали нам под трансляцией на Ютубе. Это была Елена Римовская. До свидания, хорошего вам дня.